Борис Николаевич начинает с главного. Единственная цель моего визита – увидеть вас, говорит он, и тем самым сразу располагает к себе весь амфитеатр Госуниверситета. Проект, в рамках которого проходит встреча, работает благодаря сотрудничеству Союза журналистов нашей страны и Международного медиаклуба «Формат А3». Как говорит председатель Союза Руслан Хашик, эта встреча – шаг на пути к расширению возможностей подобных открытых диалогов. Мы думали, какую же тему выбрать для встречи с вами. Борис Николаевич может говорить обо всем. И о культуре, о театре, о литературе, о Достоевском, о Солженицыне, и все, что хотите, о религии, об истории театра России. Все. Для него все темы рабочие, все темы его родные. Но мы подумали, посоветовались. Вот культура в нашей жизни, значение культуры в нашей действительности, особенно у нас сейчас, вот все, что мы переживаем, послевоенное время. И, естественно, самая главная часть, как и в предыдущих наших встречах, это ваши вопросы. Это ваши вопросы, и на это делал очень большой акцент Борис Николаевич. Без долгого вступления Борис Любимов просит сразу перейти к вопросам от студентов. И тут оказывается, что в аудитории есть и его студент, заслуженный артист России, деятель культуры Абхазии Отгур Ковы, выпускник ГИТИСа. Он и задает первый вопрос. Ковы отмечает, что чувствует в обществе некую ностальгию по советскому прошлому в разных сферах. Так ли это? И если да, то почему? Чаще всего это бывает тогда, когда происходит какой-то перелом. Почему вся эмиграция... Не только, кстати, эмиграция, но эмиграция, безусловно, почти в одно время начали писать такие, скажем, художественные мемуары. Юнкера Куприна или, допустим, «Лето Господне» Шмелева и, может быть, самая известная «Жизнь Арсеньева» Бунина. Что их, причем в один и тот же год, они не сговаривались, в 27-м начали, там, в 33-м закончили, а потому что это прошлое у них отобрано. Они понимали, что они никогда не увидят могил своих предков, они никогда не увидят людей, с которыми они ходили по улицам. Там Бунин написал такой маленький рассказик «Далекое». Вот это «далекое», причем он совершенно не идеализирует это «далекое». Но туда почему-то хочется, потому что в этом далеком оказывается уже больше твоих знакомых людей, чем в сегодняшнем. Это характерно. Ну и самое, так сказать, знаменитое произведение Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Вот это, так сказать, некая константа, но у нас это написано нашими писателями более болезненно, потому что у Пруста было утрачено время, которое мы не вернемся никогда ни в 60-е, ни в 80-е, ни в 2000-е годы. Но он всегда мог поехать в тот город, которому там дал вымышленное имя Камбре, и увидеть вот эту церквушка, которая там, вот этот там домик, который я любил. А Бунины, Куприны, никогда уже, у них было не только утраченное время, но и утраченное пространство. Это очень, так сказать, характерно для 20-х годов. Ну и у нас оказалось очень многих в силу, так сказать, наших проблем внутренних, которые возникли после 91-го года. Для кого-то это и социальные проблемы, для кого-то это национальные проблемы, для кого-то это религиозные проблемы, для кого-то просто тебя разбросало твоих людей по всему свету. И ты их и не соберешь. И начинается, так когда же тебе было хорошо? И тебе начинает казаться в чем-то справедливо, а в чем-то и несправедливо, что лучше всего тебе было там в 81-м или в 71-м, ну, в зависимости от возраста. Отвечая на вопрос об истории театра и его сравнении с нынешним, Борис Любимов говорит, что необходимые для подъема культуры люди были посланы на землю одновременно и как будто бы этапами. Стабильно приходящих великих творцов не существует, природа устроена иначе. Вот эта волна, которую поднята главным образом в 20-е годы 19-го столетия, она достигает своих вершин, может быть, в 30-е годы, и в 40-е годы она немножко уходит на периферию, поднимается новая волна. Приходит Гоголь Николай Васильевич, приходит
Он захватил, так сказать, предыдущую волну и должен был бы сейчас быть на вершине, но дуэль Лермонтова не позволила ему это сделать. Тогда происходит, так сказать, ну вот то, что называется гоголевская школа, которую подхватывает, из нее вырастает уже не поэзия, которая живет в лице отдельных представителей, а, конечно, прозу. Мы здесь назовем там и Гончарова, и Тургенева, и Достоевского, которому только что исполнилось 200 лет. В драматургии это Островский, в прозе дальше Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Лесков. И дальше стоп. Надолго, потому что больших писателей до Чехова в течение почти 30 лет не рождалось. Читатель жил предыдущий, он живет в 80-е годы, а читает в основном тех, кто писали в 60-е и 70-е. Ну, я всегда на это обращаю внимание, но действительно, ну как не сойти с ума от того, что ты чувствуешь, что как будто где-то там наверху кто-то просто сбрасывает такой десант один за другим. В 89-м году рождается Ахматова, в 90-м Пастернак, в 91-м Мандельштам, в 92-м Цветаева, в 93-м Маяковский, там, в 95-м Есенин. Какую хочешь поэзию, городскую, деревенскую, футуристическую, там, акмеистическую, пожалуйста. Другое дело, а какая судьба? Студентка истфака Диана Гамисония подняла тему необходимости профильного образования в век, когда стать популярным можно благодаря смартфону, а попасть в телевизор, кино и даже театр можно, не имея особых навыков. Борис Любимов отметил, что многие классики обладали далеким от писательства образованием, а кто-то и вовсе его не получил. Но сегодня мы видим немного иные примеры. Дилетантизма в нашей жизни больше, чем когда бы то ни было. Это верно. Количество врачей, которые, в кавычках, конечно, которые лечат нас с экрана там, интернета, а иногда с экрана телевидения, зашкаливает. Их, наверное, больше, чем врачей, которые... Они точно знают, как надо бороться с ковидом, с тем, с пятым, десятым. Если вас прихватит настоящая болезнь, и если, не дай бог, и если вы пойдете в руки хорошему врачу, вы сразу почувствуете разницу между действительно врачом и тем лекарем, псевдолекарем, который пытается вас учить с экрана вашего гаджета. То же самое я скажу и здесь. Конечно, если цель просто получить известность, да, на какой-то, так сказать, момент ты эту известность получаешь. Но судьба настоящего актера – это не одна роль, которая может быть там, сыграна. Как говорили в прежнее время, отец мой очень любил эту поговорку, даже сломанные часы 2 раза в сутки показывают точное время. И... Встреча Бориса Любимова со студентами продолжалась более 2 часов. Уже 3 декабря в рамках проекта Союза журналистов и медиаклуба «Формат А3» Борис Николаевич проведет встречу со слушателями в Русском драматическом театре имени Искандера. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.